Коми из Санкт-Петербурга вернулись ветераны, которые участвовали в торжествах по случаю 70-летия снятия блокады. Нашу республику представляли две блокадницы из Емвы и Сыктывкара. С одной из них встретилась Александра Маркина. Вот это вот Нева белая, это мост Александра Невского. Ребенок блокадного Ленинграда Александра Александровна Сахарова с техникой на «ты». Она без особых затруднений показывает нам фото, присланные друзьями на электронку. Все эти снимки с недавней поездки в Санкт-Петербург, куда пригласили блокадников всей России, от Камчатки до Калининграда. Пенсионерок из Коми наградили в представительстве республики в Санкт-Петербурге. Позвольте мне по поручению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Алексеевича Полтавченко вручить эти памятные знаки Лии Ивановны и Александре Сахаровой. Впрочем, сама пенсионерка признается, для нее дороже всех остальных вот эта награда – жителю блокадного Ленинграда. Ее Александре Сахаровой вручили в 1991 году. Вот это самое ценное, потому что это самое первое. Это выдали блокадникам всем. Сохранились документы, конечно, что мы вот что все, кто жили полгода вот в эти страшные дни блокадные, все, значит, получили вот эти медали. Казалось бы, свежих воспоминаний от поездки в Петербург, который, кстати, по старой памяти она называет Ленинградом, должно быть больше, чем с блокадных времен. Однако именно про то время Александра Сахарова говорит без остановки. Ей было всего 4, но она навсегда запомнила стук метронома и вечное чувство голода. Когда давали по 125 грамм на служащих и на детей, на иждивенцев, и 250 грамм получали рабочие. Чуть больше получали на передовой. В общем-то, все голодали. И солдаты, которые защищали город, и гражданское население. Александре Александровне сейчас 76. Чувствует она себя хорошо, поэтому и смогла поехать в Петербург. Но многим другим блокадникам даже небольшие поездки даются с трудом. Им памятные медали вручили в республике. Кого-то приглашали на торжественные события, кому-то награду принесли прямо домой. Александра Маркина, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.